Выборы президента России являются 8-ми по счету выборами главы российского государства. Нового лидера изберут на 6 лет до 2030 года. Ингушетия, как и все субъекты страны, продолжает активную подготовку к главному политическому событию 2024 года. Свой выбор жители республики смогут сделать в 142 избирательных участках. 21 из них откроют свои двери для голосующих в Малгобеке. В городе зарегистрировано около 27,5 тысяч избирателей. Для создания им комфортных условий и соблюдения их прав все меры предпринимает территориальная избирательная комиссия. Свою работу по подготовке к выборной кампании ТИК начал с декабря прошлого года. На данный момент тестирует систему InformWeek. С помощью специального мобильного приложения будут проводить повсеместную информационно-разъяснительную работу. 21 координатор и 50 обходчиков. С 15 числа мы начнем эту работу, будем подворно, обходчики будут подворно ходить и объяснять людям. ТИК Малгобека уже получил весь необходимый материал для проведения выборной кампании. Часть его уже распределена по избирательным участкам. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова все УИКи обеспечат средствами гигиены: маски, перчатки, санитайзеры, индивидуальные ручки. Также на особом контроле вопрос обеспечения безопасности. Нами получены новые металлодетекторы в этом году. Избирательная комиссия нам выделила 4, сейчас обещает еще дополнительно. Есть разные методы голосования. Если человек не может прийти на избирательный участок, избирательная комиссия придет к ним на дому, сможет он проголосовать. Также для инвалидов мы пандусы предусмотрели. Центральная избирательная комиссия России уже утвердила текст избирательного бюллетеня. Образец представили 9 февраля. Так, фамилии зарегистрированных кандидатов в нем указываются в алфавитном порядке. Есть краткие сведения о кандидатах в президенты. Всего комиссия планирует напечатать 113 миллионов экземпляров. Проставление знака более изъявления избирателя имеет одинаковый размер. В избирательных бюллетенях будут указаны 4 кандидата. Кто именно примет участие в выборах, окончательно стало известно 8 февраля. Это депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин. Малгобекчане считают, что сделать свой выбор и определить будущее великой державы – долг каждого гражданина. Наш народ всегда с очень уважением относится к выборной системе нашей страны. Поэтому я думаю, что выборы имеют очень большое значение для нашей республики, для дальнейшего развития нашей республики, для улучшения жизненных условий проживающих на территории нашей республики людей. Отдать свой голос за кандидата может каждый гражданин России, достигший ко дню голосования 18 лет. Али Султыгов уже определился и знает, рядом с какой фамилией поставит галочку. Выборы президента страны делится никогда не пропускает. Аяханян Хосабы Илья. Илья диан, волосы ашкастен кандидат диан, далее андалидиан, соопу диан, сагарбарбу далее андалидиан. Определиться и проголосовать времени будет больше, чем когда-либо. Президентские выборы в 2024 будут трехдневными с 15 по 17 марта. Это первый подобный случай. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат голосования в течение 3 дней пришелся по душе большинству избирателей страны, что подтверждают социологические опросы. По данным ВЦИОМ, это признали удобным 74% россиян. В Малгобеке уверены, что такой формат позволит обеспечить высокую явку избирателей. У нас выборы всегда проходили на высоком уровне, явка бывает достаточно хорошая, поэтому ожидаем, это же выборы президента России, мы выбираем президента, лидера, поэтому думаю, активность будет хорошей. Голосование, как обычно, откроется в 8 утра в пятницу 15 марта. Граждане смогут отдать голос за того или иного кандидата вплоть до 8 часов вечера в воскресенье 17 марта. Возможность досрочного голосования предусмотрена на отдаленных территориях и в труднодоступных местах республики. Там выборы стартуют 25 февраля и завершатся 15 марта. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.